Здравствуйте. Как вы знаете, идет война в Украине, как это говорят. Все-таки мы будем говорить по русским, на русском будем говорить, потому что, чтобы все поняли. Кто следит за моим видео, я разговариваю на русском, на казахском, на узбекском и на таджикском, и на польском. На многих языков стараюсь говорить сколько смогу, сколько знаю. Но я не учитель русского языка. Я заметил фразу такой про награждение Шойгу своих офицеров, там солдатов. А потом я сегодня опять увидел, что Зеленский, генерал Симус Зеленский наградил тоже солдатов. Для меня очень просто интересно стало вот это два награждения. Кто сможет вот это вот просто отрезайте это два награждения, ставьте такой и пускайте это, пусть люди видят, какой речь там идет. Во время награждения Шойгу офицеры, солдаты, внимательно слушайте, что говорит. Служу Россию. Кто там такой? Что такое Россия? Откуда? Фамилия какая, да? Служу Россию. А я всегда думал так, что можно вот сказать, вот служу Таджикистану, да? Служу Россию, служу там. А потом, когда я посмотрел награждение генерала Симуса господина Зеленский, бойцов, украинских бойцов, которые он наградил. А там идет фраза такая: служу украинскому народу. Понимаете? Я дает он присяга, он дает, он говорит то, что служу украинскому народу, а не Украину. Понимаете, какой речь идет? О чем идет речь? Вот. Человек говорит, служу украинскому народу. Да, действительно, он дает слово, что он будет служить украинскому народу. Понимаете? А русские офицеры, солдаты говорят, что служу Россию. А народ где? Вот поэтому они вот эту фразу такой укоротили, а там нету служу народу Россию. Понимаете, о чем идет речь? Если они так сказали бы, что они служат народу Россию, а сегодня матерей, русских девушек, русских бабушек, да, не сидели бы дома от страха, их не забрали бы от улицы. Вот почему такой присяга или такой, они, когда вот во время награждения, речь такой говорит, служу Россию. Понимаете? Вот кто? Россия это власть. Кто против власти? Я служу только для власти, ради власти. Кто сидит в власти, я служу для ним. А кто-то встает против этого, и все будет уничтожено. Все, мы против, мы будем бить, забрать, убивать, все, что хотим и делаем. Почему? Потому что мы даем клятву, на Россию, а не народу. Понимаете? Перед этим солдатом стоит президент, генерал Симус, это страна,
Зеленский. А он говорит, служу украинскому народу. А не говорит, служу Украину. Понимаете? Вот эта речь действительно очень заметна и очень трогательна. Действительно очень трогательно, когда вот у тебя просто волосы вот так стоит. Мужик говорит, я служу народу Украину, а там в больничной койке кто-то лежит и говорит, служу Украину, служу Россию. Вот это очень большая разница в этой фразе, в этой, скажем, речи. Очень много значений есть внутри этого речи. Очень много значений есть. Что они так красиво меняли, а любое время он может тебе сказать, что я когда сказал, что я тебе служу. Народу, когда сказал, я вам служу. На вас буду служить. Да? Я дал клятву, служу Россию. Все. Кто Россия? Власть Россия. Народ уже не Россия. Вот такая фраза я там заметил на 2 награждения. Российские награждения и украинские награждения. Вот на 2 награждения было такое 2 разные фразы, слова. Служу Россию, служу украинскому народу. Один дает слово клятва, служит народу, а второй дает слово, что служит Россию. Россия это власть, конечно, а не народ там, не входит туда народ. А потом в концу, напоследок, слышал, что Жириновский в больнице, больной. Я в данный момент очень сильно молюсь за здоровье, жизнь Жириновского. Жириновский, братан, пожалуйста, не умирай. Не умирай, пожалуйста, братан. Я очень хочу, чтобы ты видел. Я очень этого хочу, чтобы ты этого видел, как падает твой пропагандский страна, как флаги падают. Выходи из кома. Я слышал, что ты находишься в коме. Выходи из кома, братан, пожалуйста. Посмотри, как ваш флаг падает везде. Это значение, что не признает вашу страну больше как страна. Не болей, Жириновский. Очнись, братан от кома. Смотри, как ты кричал, орал, махал руками. Смотри, братан. Падает флаг, это значение, что твою страну не признает. Украина, победа Украина здесь. Знаете где? Везде. Весь мир. На автобус, на троллейбус, на машину, на балконах у людей. Поднято это флаг Украины. На весь мир поднято флаг Украины. Везде падает ваш флаг. Не признает вас уже. Поэтому, братан Жириновский, я очень сильно молюсь за тебя, чтобы ты не умер, братан, чтобы ты видел то, что происходит. Да куда вы довели это российскую страну, чтобы ты видел этого, братан? Вставай. Не надо, выходи из кома. Я очень хочу, чтобы ты это видел. Я очень этого хочу, братан Жириновский. Я молюсь за тебя, чтобы ты не умер случайно. Ты смотри, докуда довели со своим русофобиями, русизмами. Докуда довели страну. До чего довели? Давай, братан, я скорейшее выздоровление тебе вот желаю, чтобы ты дальнейшее видел, что будет дальше. Так что, я думаю, все люди молятся за это, чтобы ты не умер. Чтобы ты видел. Чтобы тебе народ завязывали на улице, остальными пропагандонами ваши, да?
и плевали на вас, народ России. Они меняли свою политику и жили мирно с остальным соседскими и другими странами. Так что, братан, не умирай. Всем, короче, салам алейкум. С вами был один таджикский пацан, скажем, да, мужик с Польши. Поддерживаем Украину и, как-то говорят, следим за новостями. Это мое мнение. А чисто за свое мнение я сам буду отвечать, а не Таджикистан или кто-то. Кто калых, тот может стоять со мной и говорить, что я буду отвечать за братана калыга. А кто не хочет, пусть гуляет дальше. Иншаллах, будет все хорошо. Мы с Украиной. Генерал Симус, не надо с ними больше за столом сидеть, какой-то договор подписывать о прекращении огня или что-то. Если ты это делаешь, тогда ты продал все солдатов, которые умерли на этой войне, все детей, все ребенки, которые умерли на этой войне. Ты это продаешь. Так что, Зеленский, братан, война есть победа или проигрыш. Ничья в войне не бывает никогда. Надо до конца добиваться. Солдат закончится, последний сам, возьми автомат, выходи на улицу. Пусть эта земля будет без украинцев возьмут. Все равно Путин проиграл. Россия проиграл. Хоть захватить эту землю, да, он проиграл. Почему? Потому что везде упал флаг России. Для меня, конечно, жалко страна, народ, жалко. Но народ сегодня, они должны решать сами свою судьбу. Они должны выходить и остановить это. Если они не остановят, дальше будет упасть и все. Развалится страна. Довели до того, сейчас страна на грани распад стоит. У вас очень мало времени изменить свою политику и политикантов, выгонять всех депутатов, которые есть в Кремле, всех их выгонят, создать новые партии, новые власть и работать миром. Мир вашему дому. Генерал Симус. На парад победу. Обязательно. Встретимся. Помощь надо будет, я недалеко.